Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин о самых резонансных происшествиях этого дня в ближайшие 10 минут. В Казани избрали меру пресечения мужчине, которого обвиняют в смерти соседа. Он сам первый начал, я до конца защищался, потом угрозы жизни. Он также мог меня убить, его сейчас судили. Увидим кадры из зала суда и напомним детали происшествия на улице Зорге. Несколько смертельных дорожных аварий произошли в Татарстане за сутки. Расскажем подробности трагедии в Альметьевске, Набережных Челнах и Кайбетском районе. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. До 5 июня на водоемах республики действуют существенные ограничения на вылов рыбы. Покажем кадры изъятия орудий незаконного лова у браконьеров. Очистка водоема от брошенных орудий лова. Все это и не только прямо сейчас. Приволжский районный суд Казани арестовал мужчину, который до смерти избил соседа из-за замечания. Напомним, трагедия произошла в минувший четверг на улице Зорги. 55-летний обвиняемый решил справить нужду возле подъезда. Сосед сделал ему замечание, после чего завязалась драка. Борец за справедливость погиб, ударившись о железное ограждение. Какое решение вынес представитель Фемиды, расскажет Нафиса Минязова. В зал суда 55-летнего Вадима Ветрова ведут под конвоем. Для него это не впервые, поэтому лицо от камер не скрывает. Наоборот, ухмыляется, глядя в объективы. Как установили следователи, он рецидивист. 15 лет провел в местах не столь отдаленных. Ему предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Говори дальше, что хочешь. Я тебя внимательно слушаю. Так начинался конфликт между двумя соседями в одном из дворов на улице Зорге. Обвиняемый шел домой из магазина, видимо, захотел в туалет и решил, что дойти до квартиры не успеет. Решил справить нужду у подъезда. Это не понравилось соседу, который сделал ему замечание. После перешел на кулаки. Давай, прощаемся, давай, до свидания. На кадрах, снятых видеодомофоном, видно, как обвиняемый наклонился за своими пакетами и в этот момент получил удар по голове. Завязалась драка, мужчину начинает душить и неоднократно бьет по голове. В ответ Вадим Ветров наносит несколько ударов по своему соседу, тот падает и бьется головой о железное ограждение. Больше он не подает признаков жизни. В этот момент прохожие начинают бить тревогу. Они вызывают скорую, несут аптечки, пытаются реанимировать, но было поздно. Прибывшие медики зафиксировали смерть пострадавшего. Обвиняемый тем временем занес покупки домой и ушел. Его задержали вечером того же дня. Вы там говорили, что вы к ОПГ «Перваки» принадлежите. Не принадлежу я никому. Давно все распались, вы что? В БРТ раньше был, сейчас нет. Конечно нет. Я не знаю. Отсидел 15 лет, что образ жизни нормальный был. Мужчина признался, раньше имел проблемы с законом, но уже 3 года живет, не привлекая к себе внимания стражей порядка. У меня защита была до конца, или он, или я защищался. У меня 7 лет надзора, я отмечаюсь каждый месяц. Как он, конфликт я не хотел, иду домой с рыбой, с собакой. Он сам первый начал, я до конца защищался, потом угрозы жизни. Он также мог меня убить, его сейчас судили. На мысли только одна не нарушить закон. 3 года поотмечался, 7 лет еще впереди. Следователи возбудили уголовное дело и с учетом рецидива ходатайствовали о мере пресечения в виде заключения под стражу. Сам он уверял, что не виноват, и просил не лишать его свободы. Ветров обвиняет в совершении особо тяжкого преступления. В итоге представитель Фемиды согласился с доводами следователей. Вадим Ветров 2 месяца проведет в СИЗО, пока следователи будут собирать доказательную базу. А сам обвиняемый надеется, что статью все же переквалифицируют на превышение допустимой самообороны. Нафиса Минязова, Адель Миндубаев, «Вызов 112». До 5 июня на водоемах Татарстана рыбачить допускаются исключительно с берега и только на одну донную или поплавковую удочку, снаряженную максимум 2 крючками. Введен полный запрет на промышленное рыболовство. Сотрудники Госкомитета по биоресурсам регулярно снимают живодерские приспособления и задерживают браконьеров. Так, во время рейда в заливах Волги у станции Победилова задержаны 2 граждан, которые рыбачили с лодки. Ну а на особо охраняемой территории Степной Зай изъяты сети. Нарушителям грозит конфискация плавсредств и снастей, а также штраф до 5000 рублей. Если браконьерство происходит в местах нереста и с причинением крупного ущерба, это может обернуться лишением свободы до 2 лет и штрафом до 500 000 рублей. Вылов краснокнижных экземпляров будет стоить уже 1 000 000 и до 3 лет за решеткой.
Днем в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП. Видеорегистратор был установлен в «Тойоте», который управлял 32-летний водитель. На кадрах видно, автомобиль двигается в правой полосе и опережает остановившийся справа перед пешеходным переходом микроавтобус. Неожиданно из-за него появляется пешеход. «Тойота» замедляется, но остановиться не успевает. Водитель автомобиля Toyota, мужчина 1993 года рождения, по предварительным данным не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в результате чего совершил наезд на пешехода, женщину 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. На месте работают автоинспекторы. Минувшей ночью в Кайбицком районе на скоростной трассе М12 погибли 2 женщины. По предварительным данным, 20-летний водитель легковой Kia не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим перед ним грузовиком с полуприцепом «Ситрак». Удар оказался такой силы, что 2 пассажирок легковушки, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, выбросило из автомобиля. Они скончались на месте. Водитель Kia и еще одна пассажирка госпитализированы с травмами. Апрельский снегопад, который сильно ухудшил дорожные условия в республике, накануне стал одной из причин трагедии, которая случилась в Альметьевске. Там водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительным данным, передвигаясь на летней резине, не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате на улице Герцена его машину вынесло на встречную обочину, где она столкнулась с опорой ЛЭП. Сидевший за рулем 36-летний мужчина скончался. Без отца остались 2 детей. На дорогах Казани в этом году произошло 19 аварий с участием мототранспорта, в которых 7 человек получили увечья и травмы. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий объясняется просто. У слишком большого количества байкеров защитная экипировка отсутствует, либо не помогает из-за большой скорости. Опасное вождение и неподчинение законному требованию об остановке также добавляет вероятность печальных последствий. К примеру, мотоциклист устроил гонки от полиции на улице Парина, а на дублере Вознесенского тракта задержали багги, которым управлял 9-летний мальчик. Прокатиться за рулем ему позволил отец. Теперь мужчина будет наказан за передачу управления лицу без прав, а сыну грозит учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Проводится масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». С 24 апреля по 25 мая особое внимание госавтоинспекция будет уделять мототранспорту, квадроциклам, электросамокатам и другим двухколесным транспортным средствам. Это связано с аварийностью с учетом начала сезона. Сразу 2 очень похожих ДТП в Казани. На улице Восстания столкнулись Kia Optima и Opel Astra. По предварительным данным, водитель немецкой иномарки пытался успеть повернуть налево, не уступая дорогу встречной Optima. В результате кореец ударился в заднюю часть Opel. От удара его развернуло, но на колесах немец устоял. У обоих автомобилей сработали подушки безопасности. По словам очевидцев, по аналогичной схеме произошло ДТП на Горьковском шоссе. Там водитель Hyundai Solaris разворачивался в неположенном месте и при этом не уступил дорогу встречной «Ладе». В результате обе машины получили повреждения, но российская легковушка покинула место аварии самостоятельно, а вот корейская на эвакуаторе. Люди не пострадали. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.